Дорогие друзья, перед нами Михаил Александрович Панджавидзе, режиссер, который поставил в нашем театре огромное количество прекрасных спектаклей. И, по-моему, 5 или 6 его спектаклей вошли в афишу нынешнего Шаляпинского фестиваля. И это самая большая часть, это львиная доля фестиваля, так что я думаю, это достойно аплодисментов. Михаил Александрович, чтобы начать просто разговор, чтобы вы как-то переключились от репетиции, чуть-чуть расскажите о себе. Как вы дошли до профессии оперного режиссера? Я знаю, что вы из музыкальной, из творческой семьи, правильно? Вот чуть-чуть немножечко расскажите нам. Сначала? Давайте сначала. Что Авраам родил Исаака. Значит, сначала это было так. Вначале была скрипка. Вот. Она была еще до меня, она была у папы с мамой. Собственно говоря, они в оркестре познакомились. Поэтому я, к сожалению, видимо, был обречен с детства на это. Вот. И я, следом за мной, мой младший брат, мы были подвергнуты испытанию музыкой. Вот. Поскольку оба родителя были оркестровые скрипачи, график работы в театре очень неудобный для женщины. Надо выбирать, либо ты женщина, либо ты музыкант. Вот. Поэтому если выбирается музыка, а артисты, как правило, это делают, то дети, как правило, если утром еще можно их отвезти в детский сад, то вечером при отсутствии бабушек они идут на работу с родителями. Вот, поэтому практически с малолетства самого я сидел в оркестровой яме. Сначала в качестве, так сказать, передержки возле контрабасистов спал. У меня был свой детский уголок, там были игрушки, книжки. Я, конечно, 3 часа не выдерживал испытания Чайковскому или Верди. Вот. Я засыпал, там был такой дядя Леня, его звали, все, он меня, значит, своим чехлом от контрабаса укроет, и я там сплю, значит. Самый сладкий сон. Вот. Потом как-то так постепенно из театра никуда не девался, потому что мы ездили на гастроли. Опять-таки оба родителя едут на гастроли, бабушек нет, куда девать. Естественно, с собой на гастроли. Поэтому мы полстраны объездили с детских лет. Каждый год тогда была практика. Все театры ездили летом. Заранее составлялся гастрольный график. И кто куда ехал, да, по месяцу были гастроли в каждом городе. У нас было всегда летом 2 месяца гастролей. В одном городе, в другом городе, так я говорю, мы полстраны объехали с родителями вместе. Потом пришло время поступать в музыкальное училище. Я как раз к этому времени закончил музыкальную школу, естественно. Мои родители приняли решение, как выяснилось, достаточно мудрое теперь, что нечего мне ходить, как они выразили, собаку в хвосты крутить по училищу, вот. А надо мне сразу садиться в оркестр и приучаться к тому, чем мне потом придется заниматься. И вот 14 лет я попал в оркестр. Меня оформили на четверть ставки учеником. И я, поступив на первый курс музыкального училища, автоматически еще оказался и в оперном театре. Вот. Все это было, я так понимаю, сейчас сделано не совсем законно, с большими натяжками. Вот. Но как-то надо было 2 года до 16 лет, когда мне уже официально можно было на полставки работать, дотянуть. Вот. Это, конечно, были самые веселые годы в моей жизни, 14-летия, с 14 до 16, потому что сесть сразу тебе каждый день так на пульт новую папку, ух, это сейчас оркестр гуляет, отдыхает, а тогда-то у нас было 2 вызова, утро-вечер, в 10 утра и в 6 вечера, 2 по 3. И утром репетиция, вечером спектакль. Первый мой спектакль был «Кармен». Все уже первое действие закончили, как увертюр Василий Тимов. Вот, поэтому брал папку, шел под сцену и занимался. Поэтому все эти спектакли к тому моменту, как я закончил музыкальное училище, я, конечно, знал уже наизусть. Но там был легкий перерыв на армию, но, правда, слава богу, в армии я долго не находился. Меня прислали потом обратно, через полгода там мне в этом смысле со здоровьем повезло. Вот. С глазами. И, в общем, короче говоря, так я закончил я музыкальное училище с задержкой на 1 год. В общем, 5 лет проучился. Вот. А потом решил, надо что ехать в консерваторию. В консерваторию
Не поехал. Решил, что плохо я играю. Ну, это Шкабадов. Что вы хотите? Что мы слышали? Я-то думал, что такое Московская консерватория. А ехать только в Москву, куда еще? Ну, там Коган с Ойстрахом под руку ходит каждый второй. Куда я поеду? Вот. И решил, что я недостаточно готов. И не поехал. Вот. А поскольку в театре я все равно все эти годы существовал, и тяга-то все равно была, что я никак не мог решить, яма или сцена. Я там и в Мимансе иногда, пока на полставке я там в Мимансе бегал, там даже что-то такое. В общем, короче, всю эту историю прошел. Вот. Ну, я решил, что все-таки нет, наверное, надо, ну все, со скрипкой не сложилось, надо ехать на режиссуру. Ну, а что, по мелочи ходить. Сразу на режиссуру. И поехал в ГИТИС, вот. Там была еще одна интересная история про то. Я все-таки в консерваторию я пошел. У меня просто друзья, которые чуть раньше меня уехали и учились уже в Москве, в музыкальном училище. Они общались много, они говорят: слушай, мы идем поступать. Пошли с нами. Ты же хороший скрипач, пойдем. Ну что я, чем? А ну скрипка с собой, естественно, я без нее никуда не ездил. Чем я рискую? И пошел в консерваторию. Сыграл программу, вышел из аудитории, значит, покойный Корсаков Андрей выходит. Я не знал, что это Корсаков, я его идентифицировал. Он выходит и говорит: молодой человек, будете писать заявление, пишите ко мне в класс. И зашел обратно в аудиторию. Ну, я такой встаю, думаю: здорово, а кто теперь такой? Ну, найду, ну, наш комбат. Значит, мне говорит: ты дурак, ты очень Корсаков, ты понял, ты уже считаешь консерваторией. Я говорю: нет, ребята, я в ГИТИСе. И я ушел и отдал документы. Все, играть я не умею. А в оркестре играть я и без консерватории могу. Я и так переиграл весь мировой репертуар к тому времени. И на этом моя карьера скрипача плавно подошла к концу. Началась карьера режиссера. Но режиссера она не началась еще, началась только студенчество. Вот. И все это время, конечно, меня кормила скрипка. То есть я играю на похоронах и свадьбах. От госоркестра до кабака, до перехода, где угодно. Но росла маленькая уже дочка, надо было чем-то кормить. А годы были самые веселые, 90-е. Вы сами прекрасно понимаете, что это такое, когда ценники менялись на день по 10 раз, когда гиперинфляция, когда денег нет, когда ничего не понятно, когда в один момент обнищали все, и когда на улицах Москвы можно было встретить такие коллективы и таких музыкантов. Это было вообще, это называлось штырка. Ходить на штырку, на улицу, значит. Вот это был, как мы говорили, штырочный расцвет. Золотой ее век, потому что вот в этот век обнищания вышли самые лучшие коллективы. Ребят можно было встретить отовсюду. И из Лунстрема оркестра, и из госоркестра, отовсюду, короче говоря. И студентов всего, в общем. Вот, так что это тоже был такой вот период пленерного музицирования. Вот. Но это все было, пока не подошел диплом. Пошел диплом. Ну, мне его выдали. Там, через определенные прошло приключения, но это отдельная история. Получил. Все. Защитился, спектакль поставил, все. Стою я с этим дипломом и понимаю, что, в общем, девать мне его, в общем, особо некуда. Вот. Можно на стенку повесить, так, и все. Потому что, в принципе, он мне не нужен. И понимаю я, что, в общем, куда дальше не понимаю. Даже я так. И вот, я сейчас все рассказываю, скажу, что привирает, это режиссер, наверное, все-таки так красиво все рассказывает. Вот. И вот нисколько. Внизу, в ГИТИСе. Тут я спустился из ГЭКа, смотрю, вешают объявление, висит. Большой театр объявляет набор в стажерскую группу по специальности режиссер и дирижер. Я думаю, а чем я, собственно, рискую? Ну, не возьмут, не возьмут. И пошел я в Большой театр. Ну, а что по мелочи ходить? Я же говорю. Целовать-то королеву, да. Ну, я и пришел. И поступил. 1,5 года отработал, меня в труппу взяли. Ну, отстажировался. А я пришел, мы так неудачно пришли. Вообще 2 года полагается. Мы пришли в январе. То есть я полсезона отстажировался, еще сезон отстажировался, и по идее надо еще полсезона стажироваться.
И Марк Фридрихович Эдмер, покойный, он пришел, говорит, что вы ерундой занимаетесь? Говорит, ну тут видно же, что будет работать, говорит, уже. Это же говорит, уже все. Он, говорит, уже в материале, в его... Я, говорит, уже себе не представляю, как вот без него, да, это... В Большом театре Бархин Сергей Михайлович, он тогда, он у нас преподавал в ГИТИСе, он открыл там факультет сценографии, и у нас преподавал работу с художником, ну вот эти все дела, то есть постановочные дела. Но он сам не преподавал, он приводил людей, поэтому у нас там жуткие школили, конечно, по-черному. Ну, вот. И он был в этот момент главным художником. И когда я пришел, и вот все, он, как я помню, на излете уже стажировки, он говорит, обалдеть можно, говорит, слушайте, но вчера, говорит, еще студент, говорит, сегодня душа, говорит, компании Большого театра. Смотрел, как будто здесь и был. И как-то меня так автоматически перевели на полставки. На ставку не перевели. Вот. А потом был такой момент, что надо было кому-то ехать в Италию. Был совместный проект театра Большого театра и театра Верди Триеста. Надо было делать Бориса Годунова. И как-то так получилось, что все режиссеры были чем-то заняты. Одна, значит, там в Любляне, другой, значит, делал, когда был юбилей как раз 225-летия Большого, Алексей Дмитриевич Макников. Вот. Головани что-то уехал. В общем, короче, как-то нашлось некому ехать. И все что-то мучились, опять тот же Эльмер, он говорит, да что вы, говорит, это, вот молодой мальчишка, дайте, говорит, твоему, он молодой, он меня вызывает, говорит, знаешь, говорит, Бориса Годунова? Я, конечно знаю. Я знаю, о чем вы говорите. Ну вот. Он говорит, ну поедешь в Италию. Я говорю, да, конечно, о чем вы говорите. Быстро схватил, значит, записи, быстро схватил клавир, быстро выучил спектакль. Ну, вот. Приехали мы в Италию, начали репетировать, и у нас сгорели декорации. Пожар случился. Закрыли театр на 2 недели и открыли только за 4 дня до премьеры. Как я это до сих пор не могу понять, но с итальянским хором и с итальянским мимансом за 3 дня, ну наши солисты, слава богу, я развел всего Бориса Годунова от начала до конца поставил, причем декорации же другие, ну не другие, часть сгорела, их надо, значит, перекомпоновывать вот так, туда-сюда, короче, как мы это сделали. Все, уехал наш импресарио, он уехал весь черный, он говорит, ну все, форс-мажор, никто никому ничего не должен, денег никому никто не возвращает, он вложился, свои деньги погорел, Большой театр на деньги погорел, за билеты деньги надо вернуть, ну, в общем, все, финиш. И вот он когда приехал, это было начало как раз такой моей карьеры, вот уже, можно сказать. А он приехал, ему говорят, ну если, говорит, сегодня, говорит, окончательно нам дадут добро на то, что нас пустили в театр, но еще не разрешили играть спектакли, он говорит, если разрешат играть спектакли, можно начинать премьеру. Он говорит, что вы смеетесь, что ли? Осталось 2 дня, говорит, вы хотите, чтобы мы... Ну, он говорит, ты не понял, Роберто, договоритесь, чтобы открыли театр. Откроют, говорит, мы тебе сыграем все премьеры. Не верю, говорит. И он пришел на генеральную репетицию, вот там идет, это открывается коронация знаменитая, да, эта сцена золотая, как пошла, я чувствую, на меня взять, что такое, он тоже здоровый, как я был, но я тогда, правда, так, килограммов на 60, наверное, поменьше было, если не больше. И он так на меня сверху, плюх, слышу такое, что-то рухнуло, и он меня обнимает, ну все, спас гастроли. Пошли, в общем, в ресторан, все, и уже оттуда я, а как раз так получилось у нас, мой шеф Георгий Павлович Арсимов, я у него в аспирантуре был, он в это время ушел из Большого театра. А он был руководителем режиссерской группы. И решался вопрос, кого поставить. И вот я, в общем, короче, взлетел я режиссером, а приземлился уже руководителем режиссерской группы Большого театра. И так вот до 2012 года я в этом качестве просуществовал. Вот. Ну и все. И уже, поскольку был режиссером Большого театра, ставил в Астрахани, ставил еще где-то, я уже не помню. А потом меня пригласили сюда. И сначала на Бориса Годунова. В 2005 году, да. Но Борис Годунов еще был так, гипотетически, потому что вместо театра еще была пока, вместо сцены был котлован. Вот. А вот тысячелетие Казани было уже на носу, в августе месяце. Вот. И это было веселье, то еще. Ты не помнишь, что я еще не был тогда в театре. Да. Нет, я ставил тысячелетие. Мы делали концерт тысячелетию. В театре, в котором надо было его сделать, в этом. Путин приехал, Назарбаев приехал, еще тогда Шаймиев. И, значит, вот это все должно быть здесь, а
Тут включаешь, понимаешь, да, кнопку, и все идет в разные стороны. Если ничего не готово, все надо отладить. В общем, короче, вот в таких условиях мы театр все равно и провели без единого, без сучка, без задоринки прошел концерт. Вот. На ура! Просто, ну, слушайте, какой театр. Мы потом доделали еще. Да. Но это уже не важно, это все-таки было время. Вот. И поставили мы Бориса Годунова. Открылись, по-моему, даже, такое ощущение было, открылись Борисом Годуновым. Может, я что-то путаю, давно было, правда. Вот, ну и все, и вот как-то так пошла. Потом, собственно говоря, была, вы знаете, наверное, «Любовь поэта». Вот. И меня вызвали, сказали, слушай, надо поставить вот такой спектакль. Причем этот спектакль, мне сказали, что надо поставить, ну, скажу как есть. Слушай, датский спектакль. Его надо поставить, 3 раза сыграть, и его забудут. Ну, надо сделать. Вот. Я говорю, ну хорошо, тогда при одном условии. Я буду вот делать вот то, что считаю нужным. Они говорят, давай. Это как раз вот эта машинерия вся, Очень вот это, да, видео, все вот это вот. Да. И тогда этого не было нигде. Да. Потому что на тот момент такое, сейчас это есть практически везде. А на тот момент Казань была, конечно, в этом смысле абсолютным эксклюзивом. Вот. И таких спектаклей в принципе нет. Вообще. Потому что приехал вот Симкин, балетмейстер, он же и режиссер, он же делает шоу. И он, когда приехал, он посмотрел, он говорит, ну в балете, говорит, я знаю, кто делает такие спектакли. И действительно, то есть вот эти видеопроекционные дела. Был, конечно, мы знаем, что был Ежов Свободу с его этими всеми делами, да, пытались включать и тогда видео, была жалкая попытка его Снегурочки сделать в Большом театре, так она и провалилась, потому что не умели еще тогда делать. Я все эти ошибки плавно, кстати говоря, Снегурочку я тогда придумал, просто у меня взяли эту идею и попытались воплотить, но не срослось, и очень хорошо, что я не делал. Я внимательно посмотрел, на чем можно, извините за выражение, облажаться, и сделал. Вот, но поэтому... пьеса была очень хорошая, на «Любовь поэта». Ну, вообще было хорошее. Да. И спектакль замечательный. Он произвел просто. Он до сих пор впечатление, как ни странно, производит. Я его очень люблю, и вообще я считаю, что это один из лучших спектаклей. Ну и все, и, собственно говоря, с этого все пошло. Потом за него дали госпремию, отвезли на «Золотую маску», и Панджавидзе здесь на какое-то время подписался. Вот, потом на какое-то время выписался. Вот, там. Ну и опять, здрасте. Вы знаете, это очень хорошо, что вы здесь прописали. Да? Да. Потому что где-то в начале 2000-х годов здесь был режиссер, если я правильно помню, Валерий Ракун. Какие годы? В начале Ракун, да. Это был конец 80-х, начало 90-х. Нет, это было, он ставил тогда и Нибелунгов, и он ставил... 90-е годы это И еще были. тогда он впервые в практике нашего театра ввел вот эти двухъярусные декорации, что пели сверху там и прочее. И казалось, что вот театр нашел своего режиссера. Но потом, к сожалению, вот жизненная... Уехал в Москву. Да. А сейчас вот кажется, что театр тоже нашел своего режиссера, который что-то вот какая-то новая струя в этих постановках. Вы знаете, я думаю так, я не могу сказать за театр, я лучше скажу за себя. Я думаю, что это режиссер нашел свой театр. Это во-первых. Вот. А потому что на самом деле театр по-хорошему, по-честному. Я, конечно, когда сейчас это буду говорить, я не могу сказать, что мне нравится то, что я говорю. Потому что я бы хотел, чтобы было, конечно, по-другому. Но правда жизни такова, что театр не может быть театром одного режиссера. Это неправильно. Театр начинает стагнировать. Потому что, во-первых, режиссеры стареют. Посмотрите на Ленком, посмотрите на другие театры, где сидят мэтры. Посмотрите на оркестры, послушайте, в которых сидят мэтры, которые стареют вместе со своими. Да, вот это вот практика, когда один человек садится, да, и он, это правильно, он должен быть, его принципы, его творческий язык олицетворяют этот театр. Это нормально. Но обязательно в этом театре должны работать другие режиссеры, не обязательно другого стиля. Они могут исповедовать либо такой же стиль, либо сходный, но в любом случае должна быть свежая кровь. Это обязательно. Режиссеры, дирижеры, художники,
В любом случае должны быть обязательно разные имена, разные фамилии, разные методы, разные принципы творческие, потому что тогда театр развивается. А иначе это превращается, потому что то, что я здесь много поставил, это с одной стороны хорошо для меня. Вот. А с другой стороны, наверное, правильно, что вот у нас, когда это было, мы в 2000, каком году сделали, не помнишь, в 2010 году, нет, в 2012, тоже год. 12, да. Вот с 2012 года практически я до сегодняшнего дня я ничего нового не ставил. И, наверное, сколько, почти 7 лет, да? Вот. Я приезжал, возобновлял, делал новую редакцию вот, «Любви поэта». Мы делали запись Джалиля Рамеца. Вот мои контакты с театром на этом ограничивались. И, наверное, Онегин это сейчас. Это уже сейчас, это уже все, это уже вот. Да, это новое, это заново. А этот да. Борис Годунов, который будет 13-го, он обновлен? Или нет? Как был, та же так редакция. же идет все, ничего не пробовал. Я вообще даже не прикасался, у меня времени не было, я не видел 100 лет. Слава Богу. Я сейчас представлю, что мне стыдно будет смотреть. Хорошо. Ну что ж, мы предварительно до начала беседы с вами уже разговаривали с участниками. Я знаю, что есть много вопросов, и люди будут задавать вам вопросы и по царской, и по другим вашим постановкам. Пожалуйста, вопросы. Здравствуйте, Михаил Александрович. Во-первых, большое вам спасибо, что вы разрешили поприсутствовать сегодня на вот такой вот репетиции. Это было очень интересно вообще. И у меня такой вопрос. Чем принципиально отличается и отличается ли работа режиссера музыкального театра и драматического театра? Все очень просто. Режиссер драматического театра использует музыку фончиком для придания некоего эмоционального фона. Для настроения. А режиссер музыкального театра использует ее в качестве драматургического текста. Вот и все. Поэтому в основе лежит это. Извините. В основе лежит это. Мне, может, показалось, но у меня как раз сложилось ощущение, что вы именно как-то больше привносите приемы из драматического театра. Нет? Нет такого. Нет театра драматического или музыкального. Понимаете? Нет. Театр есть только один. Вера есть одна. Бог один, вера одна. А вероисповедания разные. Вот и все. Театр один. Принципы театральные действия одни для всех на выходе, в результате. А вот методы у всех разные. И в балете на льду, и в драме, и в оперете, и в мюзикле, и в массовых действиях. Средства разные, методы разные, а принципы одни и те же. Я не приношу ничего из драматического. Я просто в оперу возвращаю то, что в ней должно быть театр. Да. Понимаете? Так он не может быть какой-то. Они в это время поют, значит, театр оперы. Будут в это время танцевать. Меня, кстати, кто-то из этих беспокоит сильно. Извините, сейчас я уберу, чтобы они нам не мешали. Вот. Кто-то из администраторов делает. Поэтому то, что я делаю, мне многие говорят, да ты же работаешь как драматический режиссер, то вам так кажется. Это вам так кажется. Просто я уже знаю материал и владею им настолько музыкальным материалом, что я его перевожу на язык действительно, кажется, что я работаю как действительно в драматическом театре. Но у меня точно есть, временные отрезки, да, потому что в музыке существует определенный метроритм, заданный композитором. Понимаете, это же не драма, действительно, где можно держать 1,5 километра паузу. Понимаете? Вот. И поэтому, собственно говоря, и интонации я знаю. То есть, грубо говоря, музыка звучит во мне и рождает во мне определенные ассоциации. Вот. Тем более, что то, что вы видели сегодня, конечно, это же все-таки еще, кроме всего прочего, спектакль-то, в общем-то, поставлен. Вы же не присутствовали при постановке. Я просто вводил в спектакль нового артиста. Да, и поэтому
Здесь, может быть, в меньшей степени заметна вот эта история, насколько режиссер отталкивается от музыкального материала. Здесь я скорее уже ближе действительно к рисунку визуальному. Вот. Но изначально, когда это делалось, оно делалось как бы сразу как говорят картежники, да, с перезакладом на музыкальную составляющую. То есть, исходя из всего, что заложено, что мне удалось прочитать, услышать, считать, как сейчас говорят, считывание, я терпеть не могу эти псевдопрофессиональные дела, он считывает музыку. Скажите, пожалуйста, чем вызвано ваше обращение к «Царской невесте»? Я знаю, что несколько лет назад вы уже ставили подобную оперу, но не здесь, не в Казани. И вот в Казани. Это заказ театра или это ваше желание? Нет, это заказ Это заказ театра. А вот новое видение, вот эти опричники, которые, честно говоря, шокировали в казачьих доломанах и в попахах, и только собачьи хвосты показывали, что это опричники. А где вы видели у них казачьи, у них сзади шапки такие? У них какие-то папахи, и эти вот как шинели. Газелей только не хватало, пожалуй. А вы не видели, да, не обратили внимания, что у них шапки свисают? Русские шапки. Нет. Это было незаметно, но через как папахи. И потом, конечно, уже понимаешь, что это опричники. Они увидели, что я сейчас говорю, шапки, то есть русские не увидели, не заметили. Ну, они же без казаков шапок. увидели первые. Они же без шапок. Чё? Они же Вы без- меня не пугайте, вы знаете, да, мы видели казаков. Чего вы тоже, знаете? Да вы вообще должны видеть, что я вам показываю. Я Вот так, видите, конечно. Товарищи, граждане, зрители, кто вам сказал, что мы должны обслуживать? Это неправильно. Вот это я сейчас жестко сказал. Не заказчики разговаривают с исполнителем. Мы вам деньги заплатили. Нет, вы мне деньги не платили не за то, чтобы я сделал вам так, как вы просили. Вы деньги заплатили за то, чтобы прийти посмотреть, как я сделал. Извините, но правда жизни заключается в этом. А у нас сейчас пытаются сделать индустрию. Понимаете, а так мы до чего дойдем? Если массово это начнется, массовый квартет имени Бебеля и Паганини. Что мы будем смотреть с вами? Будем смотреть, знаете что? Так вот, еще раз говорю, да, подотчетен художник. Да, есть вещи, которые он отвечает перед собой, перед совестью, перед правдой, перед цензурой определенной, наверное. А все, что цензурно, имеет место быть. Вот нецензурно быть не имеет права, а цензурно быть может. Как это? Есть, говорит, брань, мат есть брань нецензурная, а вот есть еще цензурная. Так и фантазии, говорит, вот у тебя, говорит, нецензурные, а есть цензурные. Помните, да, не стреляйте в белых лебедей. Вот так и здесь. Все, что цензурно, все позволено. Это во-первых. Во-вторых, ну уж если говорить о казаках, я не знаю, конечно, у меня казачьи доломаны, они, ну я бы с вами тут поспорил, хотя у меня было такое ощущение тоже, да. Вот. Я даже, честно говоря, да, я тоже сделал выговор с художником по костюмам, я говорю, вы знаете, кубанские вот эти кубанки, это все. А потом, знаете, я что подумал? А мы ведь и не ставили свои задачи это писание. Я вообще не этнографией занимаюсь. Ну, у вас либретто прямо классическое, да. Нет. Или вообще начнем с того, что либретто это очень сильная неправда. Ну, во-первых, потому что там действие смещено, там ошибка. Все это происходило в 70-й, 71 год, а в либретто написано 72-й. Так что уже неправда. Раз. Во-вторых, не был Собакин купцом, был он коломенским дворянином. Мелкопоместным, но зато родственником Малюты Скурата. Поэтому Марфа и оказалась в числе избранниц. Потому как пропихивал Малюта свою протеже. Нужно ему это было. Не срослось. Отравили. Отравили действительно. Поэтому и либретто-то, честно говоря, это по мотивам. Вот. Поэтому, что касается, вернемся к нашим казакам. Да. Ну, и, вы знаете, я, честно говоря, когда посмотрел, тоже сначала думал подшить им. Я скажу, почему такая проблема. Если вы посмотрите внимательно
на Малюту и на Грязнова, то у них нет такого ощущения, как казаков. Вы даже не обратили. Да, почему? А у них потому что длинные полы. А у этих полы получились короткие. Да. У этих доломан такие, да, эти полы не шинели. Шинели тоже до пола, это доломаны такие, да. Казачьи, действительно. И был момент, чтобы опустить их, я думали даже, я говорю, давай, может, дошьем. А потом, вы знаете, я посмотрел на эту черную сотню. И думаю, так и оставлю. Вот так и оставлю. Потому что дело в том, что кроме того, историческая правда еще знаете, в чем заключается? И поэтому эти костюмы имеют место быть. Они были сшиты на польско-литовский манер. Дело в том, что на самом деле первым реформатором был не Петр I, а как раз Иван Грозный. Первый царь всей Руси. Не Великого княжества Московского, а именно царь всея Руси. И Россия стала Россией только при Иване Грозном. И именно он первым начал экспансию к морям. Ливонская война, турецкие все эти походы. Да, почему? Потому что он так же, как и все, понимал, что Россия без выхода к морям обречена. И, собственно говоря, Петр I, а за ним Екатерина II, довершили только то, что начал Иван Грозный. За все его царство было этого Грозного, как его никто Грозным не называл. Называли его Грозным за рубежом. А у нас его звали Великим. И уж не Грозин, а уж тогда правильно ужасно звали его. Иван Тель. Ужасно его звали. Вот. И если уж на то пошло, то за его царствование было казнено за все время не казнено, а погибло в войнах там где-то 4000 человек. А в Варфоломеевскую ночь в Париже разного пола и возраста протестантов было убито 10 000. Так что тут я бы, поспорил, кто ужаснее. Вот. Кроме того, это был человек одаренный, блестяще владеющий языками. Человек, который писал каноны церковные, молитвы, канон Архангела Михаила знаменитый. Был человек неузаурядный, физически одаренный. Не убивал он никакого сына. Он к этому времени в параличе лежал. Не было у него, ни эпилепсии у него не было какой-то народовой. Это, что делать? Так либеральная молва его крестила. Надо, чтобы он был такой. Понимаете? Вот. Но не был он таким. Исторически это неправда. И что касается этих костюмов, то он был первый, кто ввел полки нового строя. Только обмундировал он их не на германский манер, как Петр, а на славянский манер, на польско-литовский. Литовцы это не литовцы Жемайты, да? А это литвины, предки нынешних белорусов. Вот. Звали их литвины. И Литва это была Великое княжество Литовское, Русское, Жамойское и Инок. Так оно называлось. Было славянское княжество, последнее устоявшее перед монголо-татарским нашествием, которое остановило в Европу нашествие. Псковская Новгородская республика, куда не дошли монголы. Везде, во всех остальных местах они были. Вот, поэтому он и ходил, да, на европейский, но на свой, на славянский манер. И поэтому действительно есть переклички с Польшей, да, с вот этими делами, понимаете, вот. А казаки, это просто, понимаете, казаков тогда и не было, и газарей никаких не было. Это просто у нас уже сейчас в глазах все это есть. Вот, поэтому можно было полы удлинить, тогда бы они на шинели были бы похожи. Вот. Понравилось. Я решил, что пусть такая вневременная будет немножко. Вот, именно вот эта вневременность появилась. Пусть. Да, пожалуйста, еще раз. Скажите, когда вы ставите новый спектакль, вы работаете уже с подобранным составом артистов или... А приходится вам менять какие-то
Ну, на какие-то партии менять приходится? Конечно, приходится. Все всякое бывает. И приходится и менять. Бывает, что берешь, смотря в каком театре ставишь. Ну, понятно. Если едешь в театр, ты вообще не знаешь, кого тебе дадут. Если приезжаешь в какой-то театр. Если в своем театре ставишь, то ты знаешь, на кого ставишь. Есть такие моменты, когда приходится менять. Когда приезжаешь куда-то или даже у себя, просто приходится понимать, что не срастанда. Идешь в дирекцию и говоришь: ребята, вы как хотите, а это дело так не пойдет. То есть, опять-таки, мое дело сторона, мне все равно, хотите, я вам, пусть дворник, хоть дворник играет, понимаете? Но если вы хотите победы, то вы думаете об этом. Вот и все. Конечно, составы меняются. Но в основном, если ты приезжаешь, смотря, я говорю еще раз, смотря где. Если в порте приписки работаешь, то да. Если едешь куда-то, ну там работаешь с тем, что дают. Ну, Опять-таки, наверное, не есть всегда терминал. есть возможность еще поменять. А? Не всегда, наверное, есть возможность на достойную замену. Ну, как скажу я, что, знаете, если нет возможности на замену, тогда лучше не брать то произведение, если надо кого-то менять, понимаете? Нет у тебя Отелло, не бери. А с кем вам удобнее работать? С молодыми, вот, начинающими, так сказать, звездами, да, там, или вот уже со сложившимися исполнителями, с кем удобнее? Вот вы знаете, да, вот странная ситуация. Иногда со сложившимися звездами, как вы говорите, да, легче работать, чем с молодыми, извините, опять же, звездами, понимаете? Потому что у сложившихся артистов понимание звездности очень правильное. Они понимают, они знают, что все в мире относительно, понимаете? Вот. А у молодых, они полторы партии в жизни спели, случайно в струю попали, понимаете, где-то на концерте удачно перед кем-то выступили, понимаете, их там кто-то обласкал, и они уже решили, что они уже все, Бога за бороду поймали. И поскольку глубокой реализации нет, а есть, извините за сленг, практически одни понты, вот, то с ними работать гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Поэтому работать надо так, либо с совсем молодыми, вот, и уже с совсем заслуженными. Вот пионеры и пенсионеры — это самый лучший вариант. Понимаете, да, потому что как только вот эти все зрелые мужи и женки, понимаете, да, это застрелиться можно, сразу могу сказать. Это лебедь, рак и щука. Еще, знаете, когда лебедь народный артист, там щука заслуженный деятель искусства, а рак там лауреат какой-то конкурса, понимаете, и все, понимаете. И вот иди и попробуй с ними договориться, у них же каждого свое мнение. Полтора вопроса можно, извините. Вот в данном случае это пол вопроса. Я хотел сказать, а сейчас сначала это как, да. Молодой человек, который вот был приглашен, это именно такой случай замены, да? То есть когда вы попросили, или это было запланировано? Да я вообще не знал, что вы пить будете, я сегодня первый раз. Понятно. И основной вопрос. Вас интересует вот постановки в плане вот развития национальных проектов? Вот у нас есть такие имена, как Муса Джалиль, да, вот тоже проходила. Соответственно, уже постановка прошла, потом есть у нас Шурале, соответственно, да, это, вот, это балет, есть Сюмбике, то есть есть много национальных персонажей, но из которых можно вот, с такими тематиками интересно работать. Я понял. Значит, я поставил в Беларуси седую легенду. Вот, считаю, что поставил неудачно. Почему? Потому что она получила государственную премию. Она получила все на свете, и всем дали государственную премию, кроме меня. Поэтому я считаю, что поставил я неудачно. Поскольку я россиянин, то мне не полагается белорусская государственная премия. Гражданства нет. Да, да. Поэтому я считаю, что эксперимент был напрасен. Вот. Но мы тоже на территории России все-таки. Да, но я тем не менее. Вот, значит, у меня есть два спектакля национальных в Казахстане. Это Кызжибек и Нуржан Сарай, это классика казахской оперы. Вот. У меня есть Муса Джалиль здесь, у меня есть Любовь поэта здесь. В принципе, для нормального человека, чтобы получить народного артиста СССР в старое время, мне бы уже хватило. Значит, если говорить о конкретно татарских операх, вы знаете,
Я так скажу, если уж ставить, я бы начал с Алтынчач. Вот если уж ставить. Понимаете? Потому что это, ну не то чтобы проверенное временем, но я просто, потому что я знаю, о чем речь. Вот. Я, конечно, знаю другие оперы. Вот. Но, например, сейчас Кашкин ставить, я не понимаю, имеет смысл или нет, честно признаюсь. А делать антологию спектаклей Жиганова, ну, тоже, знаете, сделать все 10 опер Чайковского, у него не все они однозначны. Тем более не все и сохранились. Вот. Поэтому я думаю, что есть какие-то произведения знаковые, которые должны идти и будут идти. Наверняка. А есть, ну, как вам сказать, всегда есть проходящее что-то. У Верди, вон, сколько их? Ну, вы будете стать Корсаром, например. Или Битву при Линьяно. Ну, найди 10 отличий, понимаете? То есть музыка одна и та же. А язык имеет значение? Нет. Все равно. Нет. Для меня не имеет. Я Как-то родился. вот сегодня приятно слушать, а вот царская невеста, ну не складушка. Не складушки с чем? Ну, ждешь какой-то ритм или еще что-то, а как-то не укладывается. С рифмой это не ко мне. Понятно. Тут я рифмы не Когда даю. язык как нормально идет. Потому что вы его не понимаете, да. Его не понимаешь, и вроде как все нормально, да. А с царской невестой у нас говорит, не складушка. Бедный, как это говорит, бедный Шмидт, если бы он мог видеть этот посмертный строгий выговор. Да? Вот, так и здесь, да, конечно. Раз снова вернулись к царской невесте. Я сейчас где-то по поводу языка отвечу. Да. Для меня язык значения не имеет. Я очень быстро выучиваю языки. С учетом того, что я уже рассказывал, что я 23 года прожил в Туркмении, для начала понять татарский язык мне было совсем несложно. Поэтому я довольно быстро, в нем знаю туркменский язык, я в нем довольно быстро сориентировался. Но языки имеют свой ритм все равно. Вы понимаете, в чем дело? Я не просто ритм, они еще имеют семантику, Да. они еще имеют синтаксис, пунктуацию и прочее. Так я Совершенно учу, верно. Оно как-то влияет. влияет, это вот для этого должен быть слух, понимаете, да, у человека, и языковые данные. Тогда он вам может, как хорошие певцы, поют на любом языке. Что такого, правда, там с рифмой я уж не знаю, тут я еще говорю, я не помогу вам. Что касается слов в царской невесте, понимаете, я даже затрудняюсь что-то ответить, понимаете, да, они пели, клянусь мамой, то, что написано. Вот клянусь, что написано было, вот ничего другого. Вот правда. Мне всегда казалось, что либретто царской невесты, пожалуй, одно из наиболее удачных. И удобных, да. Уж что там такого вот. Это вы еще с Садка не слышали, знаете, где там ой, еси, там вот эти вот, всякие вот эти вот перепод-выподверт, вот этот вот псевдо-старорусский, там вообще язык сломали. А титр туда зачем там? Титры где? Наверху? А что вы меня спрашиваете, а что титры? Ну это вот на этот случай, кстати, для тех, кто не понял. Я хотел сказать, только для вас повесить. Когда помимо итальянского быстрее погружаешься, как бы вот, переходишь как-то быстрее. Хорошо. А когда слышишь русский язык, Я как-то попрошу дирекцию, чтобы перевели на итальянский. привыкать это дольше. Можно тоже? Итальянский вы учили специально или за счет прогона? Я итальянский учил специально, я его учил в этом самом, да как увидите, мы его учили сначала в училище, для начала, потом идите в ВУЗе, у нас два языка было, английский и итальянский язык. Я по царской невесте. Да. Ну, естественно, идет очень много разговоров о премьере. Я вот замечаю, что и в сюжетах телевизионных, и в вступительном слове делает акцент о том, что, значит, это история о любви, о страстной любви, о любви. Вот, ну, безусловно, конечно, мотив любви присутствует. Но вот вы согласны, что это история о любви, как режиссер вот этой постановки? Как режиссер, знаете, что сказать? Если не знаешь, о чем сказать, то вот всегда говорят, о чем будет ваше произведение. Понимаете? Знаете, любовь о любви, да, любовь с любви. А царская невеста постоянно о любви. У меня немножко тоже диссонанс. Ну правильно, потому что она царская, у меня тоже диссонанс. Я как-то сказал, что царская невеста это не столько сама Марфа Собакина, сколько вообще Россия в принципе. И история Марфы Собакиной это и есть история государства российского,
Хотите, стреляйте в меня. Вот меня уже здесь как-то обвиняли в том, что я фашистов с коммунистами как бы на одну доску поставил, да, в Джалиле. Потом меня сейчас в Соломее, понимаете, которую я сделал на редкость православной, понимаете, меня обвинили в антиклерикализме, понимаете. Но, видимо, такая судьба, понимаете, я без драки попадаю в большие забияки. Ну, теперь вот еще здесь скажут, ага, он поставил оппозиционный спектакль про то, как Россия это царская невеста, и царь ее задолбал, скажем так, понимаете, да, вот. Ну, в общем, короче, ладно, уже теперь поживем, увидим, я уже предвижу. Михаил Александрович, вот вы приглашенный режиссер. Пока да, Ну, в частности, пока да, вы, может быть, так же срастетесь, как Сладковский здесь, приживетесь на долгие года. И дирижер Сладковский. Вот этот спектакль, вы говорите, заказ, да? Он все-таки и тема известная. А вот как у каждого режиссера и актера всем задают этот вопрос. Ну вот я банально, а у вас какая-то вот у самого мечта есть, чтобы поставить? Уже нет. Уже нет, да? А очень хотелось бы, знаете, здесь у нас в Была, Казани... но душу вытравили, уже нет. состоялось. Состоялось. Вот вы сегодня несколько раз называли такое имя, ну, оно как персонаж, и именно нарицательно, Отелло. Ой, нет. Отелло, Разгорепало, это не ко мне все. Ой, я пас. Во-первых, начнем сразу сначала. Хотелось бы для начала иметь Отелло. Вот, я искренне убежден, что их сейчас, по-моему, вообще не делают, понимаете, да? Вот, поэтому, вот, ну это, а поскольку, знаете, это мое мнение, то я с ним согласен. И все, понимаете, и поэтому Отелло для меня все, оно как бы... Можно? Нет, подождите по очереди. Не. Да, я хотела бы повторить вопрос по поводу татарской оперы. Мне не совсем понятно было вот по поводу Алтынчач, какие у вас перспективы. У меня никаких. Ну, Меня спросили про может быть, у вас желание. какие-то есть пожелания, может быть, как-то изменить репертуар? Нет у меня таких пожеланий. Но, понимаете, я вообще не Я представляю, здесь ни при чем видите, я совершенно. экскурсовод Эльмир Бабкова, мне просто очень интересно, потому как наши гости приезжают сюда и, конечно, хотят национальную оперу. Я ни при чем здесь, я не работаю здесь. Да, может быть, это не вопрос. Не ко мне совершенно. Это не ко мне. Я не формирую ни афишу, ничего. Меня спросили, хотел бы я поставить что-то из татарской оперы. Я сказал, Алтынчач. Все. А когда? Можно я вас прошу, а когда, вы не знаете? Когда-нибудь, как только, как сразу. Откуда я знаю, когда. Как будто, вы знаете, как будто я директор театра, да, я культуры прошли, я президент Татарстана, или Мединский, понимаете. Я эти вопросы не решаю. Я тоже хотела добавить, что в нашем театре уже много лет нет главного режиссера. Вот как раз Михаил обосновал, почему это было придумано, да? Ну, вернее, подтвердил наш. Вот, я еще раз говорю, я считаю, что это неправильно. Да. Я считаю, что без режиссера театр быть не может. Потому что он перестает быть театром, он деградирует. И это доказывает и этот, и любой театр. Вот. Но просто здесь такая ситуация сложилась, что, в общем-то, так или иначе, здесь постоянно какие-то режиссеры работают. Какое-то время работал я довольно долго, до меня работал Раку, работал Степанюк, потом был период, сейчас вот Александров довольно долго работал. Ну, то есть здесь происходит постоянно какой-то режиссерский надзор есть, но, конечно, я искренне считаю, я человек, воспитанный при Советском Союзе, я горжусь этим. Вот. И я причем не настаиваю, это не обязательно, что все этим должны гордиться. Но я оставляю собой право этим гордиться и не позволять другим не давать мне этого делать. Значит, я буду этим гордиться и считать, что это очень хорошо. Вот. И я прекрасно помню систему, какая была при советской власти. Я знаю ее пробелы, но я очень хорошо знаю ее достоинства. И я считаю, что без главных специалистов театр существовать не может. Но поскольку в театре здесь, как таковой, своей труппы постоянной нет большой, наверное, и постоянный режиссер главный, наверное, не очень нужен в этой связи. Вот я представляю себе это так. Потому что у хора есть хормейстер, у балета балетмейстер, у оркестра есть главный дирижер, главный художник нужен, если есть большие производственные цеха, их здесь нет, а следовательно нет и главного художника.
И нет большой труппы, значит нет и главного режиссера. Здесь в этом смысле система прокатная другая. Какая-то антреприза получается. Нет, знаете, во-первых, слово антреприза это не надо из него делать, знаете, вы так антрепризу произносите, как порнография. Нет. Антреприза это не ругательное слово, это просто одна из форм театрального как бы, менеджмента. Что касается, нет, не временный коллектив. Эта система называется, уж если на то пошло, стаджионе. А стаджион это немножко другое. Это все-таки свой оркестр, свой хор, все свое, а приглашенные солисты. Солисты и постановщики. Вот это другой разговор. Понимаете, да? Антреприза это вообще директор и бухгалтер. И все. Вот это антреприза. Михаил Александрович, я полностью с вами согласен в плане вот советского правления нашего и так далее. Я тоже такого мнения. И вот знаете, все-таки возвращаясь к царской невесте, основная злободневная тема дня, ваши внутренние ощущения. Вы до этого ставили в другом городе царскую невесту, и здесь, да? Вот ваши внутренние передайте, чем были там недовольны, чем здесь, может быть, не... Ну вот. Здесь чем недовольны? И чем довольны, соответственно. Здесь, я скажу, немножко времени не хватило, как обычно, да, до того, чтобы получился шедевр. Какая больше понравилась, та вам, это или как? Какая больше понравилась? Это моя лучшая царская невеста. Вот. И очень хорошая в Минске, очень классная была, сделана качественная в Екатеринбурге. У меня не было неудачных царских невест. Они все три до этого момента были хорошие. Ну, у нас лучше. Да, но ладно, да, так и быть. Но на самом деле, если говорить по чесноку, как говорят сейчас молодежь, то, конечно, здесь это лучшая царская невеста для меня лично. Хотя, безусловно, она с Минском имеет очень много вопросов. А вы перенос сделали? Ну, товарищи, вы простите меня ради бога, да? Вот я придумал убийство Лыкова. Ну, это я его. Вот я его придумал. Оно мне нравится. Мне кажется, что оно добавляет определенного драматизма в эту историю. Но это я придумал соборование Марфы Собакиной, что ее уже отпевают, что ее отправили домой к отцу, что не в царских хоромах она умирает, да, а гнилым товаром дорогой купчишкой я отдал ему обратно, понимаете. Но мое это. Мне кажется, что это интересно. Да? Я же не у кого-то это своровал. Мне оно до сих пор кажется актуальным, понимаете. Я его сделал. Например, я первый раз сделал вот эту историю с Яхмелем. Понимаете, я, например, первый раз ставил Александровскую слободу целиком. Обычно всегда ее купируют. Понимаете, но какие-то еще есть, я сейчас это даже не вспомню. Я не хочу плевать в свои предыдущие постановки, я не хочу поднимать степь, унижая горы. Понимаете, да? Но это царская невеста, мне нравится больше. Она мне нравится своим размахом. Она мне нравится своей сложно сочиненностью. Она самая сложно сочиненная из всего, что я делал. И, пожалуй, все наработки, которые где-то у меня даже не вошли, и здесь еще не все вошло. Не все вошло, и я это доделаю. Я просто физически не успею. Но я это сделаю. Будут еще ходить и смотреть. Я еще доделаю. Там есть еще пару моментов, которые сейчас пока, вы поймете сами, пока дырками висят. Вот. А вообще, в принципе, я считаю, что это самый удачный процесс. Да. Спасибо, да, ваш вопрос. Михаил Александрович, у вас вот внутренне есть какое-то, я не знаю, стремление к ней, или, может быть, какие-то чувства особые есть к ней? То есть я не говорю про итальянскую, про немецкую оперу, а вот... Нет, имеется в виду, наверное, 19 век. Ну да. Потому что есть еще и 20 нет, может быть, и новое. Нет, есть, понимаете, есть Прокофьев, Шостакович, да. Я думаю, что мы все-таки берем до Рахманинова, да, Класс. Ну, знаете как, я вообще в этом смысле человек малообъективный. Потому что для меня моей музыкальной религией является Петр Ильич Чайковский. И если бы меня спросили, то я вот абсолютно Чайковский русскую оперу и Пучини итальянскую. Для меня два эти композитора. Вот. Это я беру сейчас так вот, скажем так, романтизм. Поэтому, если говорить о русской опере, я не знаю, знаете, как для меня, конечно, «Пиковая дама» это остается всегда, я считаю, вершиной. Конечно, Иоланда. Конечно, Евгений Онегин в любом варианте.
Потому что это уже такая сакральная штука, которая просто живет вместе с нами, рождается с детства и вместе с нами уходит. Поэтому, ну что еще? Я обожаю Снегурочку Римскую, очень ее люблю. Просто вот, действительно. Я очень люблю «Царскую невесту». Вот. Безусловно, Хованщина, Борис Годунов, я очень люблю эти произведения. Князь Игорь, ну как так. Называется «Оправда, Николай Андреевич, что вы оркестровали князя Игоря». Да, я оркестровал тоже. Вот. Поэтому все эти русалки, вот это все, понимаете, что Глинка — это итальянская музыка. Хотим мы этого или нет? Итальянская опера на русские темы. Вот, поэтому не знаю, наверное, это вообще сложный вопрос про русскую оперу. Знаете. А вот вдогонку. Раньше, помните, в Советском Союзе весь оперный репертуар был практически на русском языке, либретто все пелось. Ну, я понимаю, да. Сейчас на языке оригинала. Как вы к этому? Это лучше. А как вы относитесь к тому, что вы всю жизнь слушали Битлов на английском языке? А потом они... Да, и вдруг бы вам перевели их, и они стали бы петь по-русски. Ну, да. Вот так и относимся. Да, пожалуйста. А как вы относитесь к современным постановкам без меры и в частности к Черникову? Для вас это Черняков, а для меня он Митя. Мы с ним учились вместе, мы с ним вместе работали. Мы с ним хороших, таких достаточно дружеских отношений. Что не говорить ни о чем. Вот. Я после его Евгения Онегина, мы с ним не разговаривали. Вообще. Он стал великий, стал везде ездить, но я сказал, так не подходил. Вот. Хотя у него был блестящий спектакль, я считаю, гениальный совершенно. Это «Похождение повеса» в Большом театре. Вы не видели, а я помню, потому что мы вместе работали. Замечательный спектакль, потрясающий. И у него был очень интересный гоцик. Он мне очень понравился. И это было после Евгения Онегина, вот мы как-то на этом и помирились с Митей. Вот. Что касается его переносов, без меры плохо все. Давайте с вами поставим точки над «и». Ко мне когда подходит, говорит: ой, вы такой молодец, вы все делаете в эпохе. Граждане, никогда бы не было постановок без меры, если бы у нас долгие годы не было бы засилья нафталина. Понимаете? Вот так, товарищи консерваторы, любители оперы и так далее, вы сами накликали беду. Понимаете? Потому что вы нафталином задушили людей. Им хотелось живых людей, пусть хулиганских, пусть переодетых в пиджаки, пусть черти что, но живых людей. Хотелось над вымыслом слезами облиться, а перестать смотреть наклеенные бороды и картонных персонажей, понимаете? В псевдо-классической, псевдо-русской, татарской и все. Что Алтынчащик? Алтынчащик это тот же Борис Годунов. Только на татарский манер. Вы посмотрите, я же прекрасно помню эти костюмы и все на свете. Да все спектакли так ставились. Вы мне только не рассказывайте. У нас все туркменские оперы, это был Борис Годунов, только на туркменский манер, понимаете? И так все, и везде, я куда ни приезжал. Брежнев везде был с национальными чертами, понимаете? Рисовали. И это то же самое, понимаете, вот не надо. Нет хороших и плохих стилей. Есть хорошие и плохие исполнители, понимаете? Я не люблю джаз. Это не значит, что джаз это плохо. Это значит, что ты его не любишь. Я не люблю хоккей. Слушай, не ходи. Ну не ходи, кто же тебя заставляет-то, боже мой. Каждому овощу свой срок. Свой фрукт. Понимаете, никто никого не заставляет ничего. Это разные стили, должны быть разные стили. Митя в своем стиле делал великолепные вещи, гениальные вещи, провальные вещи делал. Ну и что? Можно подумать, что обращение к какому-то стилю автоматически означает победу, да, искусства. Да ничего подобного. Да ничего подобного. Кстати, вон Титель, пожалуйста, сейчас, да, с Левенталем, с Лазаревым
Сделали чародейку в Большом театре. Пошли именно по этому пути. Ну и что? Мертворожденный спектакль получился. Хотя попытка сыграть в Большой театр. Ну и что? Ни тудой, ни сюдой, как говорят на Спинске. Понимаете? Граница какая у режиссера уже? Это определяется вкусом, С тем же Джалилем, например. мерой и так далее. А что с Джалилем случилось? Ну, у многих же возмущение вышло, что вот такая концовка и так Какая? далее. Вот. Ну, вы сами уже Не, озвучили. я не озвучил еще раз. Приравнение фашистских коммуняк и так далее. И так далее. Почему? Я буду Нет, этот я щас вопрос понимаю. поднимать. Жаночка, вы знаете, давайте с вами договоримся. Цензура, я не поддерживаю. Не модерируйте меня. Я сам скажу себе, ладно? Даже не к Джалилю. Видишь ты, смотри сразу, говорит, давайте не будем. А что это не будем? А тогда зачем собрались? Тогда давайте я пойду. Да. А вы за меня расскажете все, что я считаю. Все, что, как вы считаете, я должен был сказать. Значит, что касается истории с Джалилем, я еще раз повторяю. Есть спекуляция. И есть жизненная историческая правда. Значит, люди в то время страшно боялись попасть в плен. Именно для этого Сталин и выпустил этот знаменитый приказ. Вы знаете все его. Это правда, которая была. Люди в плен попасть боялись. Они возвращались обратно в Дицбат, в лучшем случае в Штрафбат. Не надо себе врать. У нас, у каждого из нас есть свое прошлое. И его не отдашь ни Бразилии, ни Уругваю. Это наше. Мы должны это помнить, чтобы не делать ошибок. И речь не ведется о том, фашисты и коммунисты наравне или нет. Нет. В то время не было ни одной страны, которая бы не действовала под тоталитарными этими. И оплот демократии Америка, и оплот демократии Англия, которая, кстати, изобрела концлагеря. Так вот, если уж говорить об этом, шла страшная война на выживание. И сентиментов не было совсем. Потому что если бы можно было сдаваться в плен, у нас и так сколько их сдалось? Сколько захватили в плен? Сколько плен? Миллионы. В начале войны. В начале войны. Но какая разница в начале войны? Растеряно. Поэтому и вы и сдали это, да, что в плен не сдаваться. Воевать до последнего. Страшно, страшно. Людоедский, людоедский. Но это было. И не потому, что это равняется с фашистами. Нет, просто это было вот такой исторический факт. У фашистов была своя история. Никакого отношения к нам не имеющая. И никто и не ставит никаких знаков равенства. У них своя свадьба, у нас своя. Меньше всего мы ставим профашистскую Германию. Пусть профашистскую Германию ставят немцы, которые пытаются осознать собственную историю. Мы осознаем историю свою. И обязаны это делать. История, наука, которая делает человека гражданином. Не зная прошлого, его побед и его тем более ошибок, невозможно построить свое будущее. Это спекуляция в чистом виде, понимаете? Всегда найдется человек, который, знаете, дети здесь, я бы сказал. Знаете все, да, когда, я расскажу, там, что-то, все нормально. Когда приходит доктор, вы знаете, я такой озабоченный в последнее время. Жуткое дело, мне вот везде, говорит, кажется просто, что... Говорит, хорошо, говорит, это квадрат, говорит, это что? Говорит? Он говорит, вы знаете, это дом, а в доме происходит, так сказать, да? Хорошо, треугольник, он говорит, это крыша дома. А там происходит, вот под крышей дома спрятались молодые. Он говорит, хорошо, говорит, вот этот круг, он говорит, это колодец, там спрятались тоже. Он говорит, слушайте, вы какой-то сексуальный маньяк. Он говорит, нет, доктор, это вы сексуальный маньяк, такие картинки рисуете. Понимаете, то есть человек, который глубоко озабочен, он найдет всегда. Меня, собственно, сейчас так обвинили в Соломее. Они сказали, что в музыке заложен разврат. Вы понимаете, вы слышите о чем? В музыке заложен разврат. Но я говорю, если ты сексуально озабочен, то у тебя в месте Баха будет заложен разврат. Понимаешь, да? Ты ее услышишь в похоронном марше. Это же кто что видит, понимаете, кто что хочет увидеть. Я клянусь вам, знаете, это с премьеры существовало и просуществовало долгое время. Потом господину, забыл его фамилию, шарахнуло в голову, что надо чем-то отличиться, понимаете. Давно рейтинг у партии не поднимался. Но он решил сыграть в эту самую, ура патриота, понимаете.
понимаете? Поэтому давайте мы эту тему закроем раз и навсегда. Понимаете, страшное было время, и человек в это страшное время был героем космического масштаба. Он даже ни себя, ни свою боль, ни жизнь и ни доброе имя, он был готов на все. Самое страшное для мужчины, мужчины меня поймут, это когда ты не можешь защитить свою семью. Это страшно, потому что это саму суть мужчинства, как говорится, да, подвергает сомнению. Потому что мужчина это прежде всего защитник. Если он не может защитить свою жену, он всегда ущербен. Но даже на это он идет. На это идет, зная что. Да, потому что есть смертный бой не ради славы, ради жизни на земле. Вот так, поэтому давайте не с холодным носом на эту тему больше не рассуждать. Одну секундочку, просто мы должны обозначить формат нашей беседы, потому что мы... Нет, мы уже в театре находимся больше 2 часов, 2 часа 20 минут. Михаил, у вас 5 часов... Нет, это не важно. У вас 5 часов вы идете на оркестровую, да? Да не знаю я еще, меня вот тут уже, знаешь, я стал в этом всем очень нужен. Понимаете, я вообще 5 часов хотел пойти с ребятами писать была. Да, просто я беспокоюсь, что вам перед репетицией надо перекусить, наверное, будет? Нет, я как раз хочу пойти во время репетиции. Я договаривался именно на 5 часов, честно. То есть меня женили, нет, у меня просто в это время выяснилось, что в 5 часов у меня встреча, у меня, значит, одна репетиция и вторая одновременно. Ну, это суть вашей профессии. А почему это моя профессия? Это дискриминация по профессиональному признаку. Почему, например, моя профессия такая, а вот дирижера она другая? Поэтому давайте еще 10 минут обозначим и будем заканчивать. Хорошо? Давайте, да, пожалуйста. Время пошло. Скажите, пожалуйста, вот оперные либретто, как правило, очень многие, по крайней мере, написаны очень запутанно. То есть по сюжетной линии, то есть их вот пересказать иногда совершенно невозможно. Когда вы свою концепцию выстраиваете... Про что, про трубадура, что ли? Ну, нет, это не только про трубадура, это очень во многих операх. Там даже временные рамки, когда вот это переносится. Вы когда... Ну, как правило, зритель приходит неподготовленный. Вот массовый зритель, никто и не откроет книжку. Там, ну, есть люди, которые знают, но и ни либретто не почитают. Вы как-то думаете о том, чтобы людям это было понятно? Или вы, у вас есть своя идея высшая, и то есть вы хотите свою концепцию выстраиваете, когда вы делаете оперную постановку? Еще не мы запутались с вами, я боюсь, вам 10 минут не уложим. Знаете, я так хочу сказать, вы о чем? О том, что я переношу из одной эпохи в другую? Нет, я не об этом. Я о том, чтобы когда вы делаете спектакль, вы хотели бы, чтобы обычный человек с улицы, вот он первый раз пришел в оперный театр, и чтобы он что-то понял там. Вот я так не хочу. Это не задача. То есть, как вам сказать, я это добиваю, ну, вернее так, да, я этого очень хочу, но я ничего к этому делать не буду. Специально. Понимаете, я буду делать то, что умею, делаю то, что должно, и будь что будет. Вот. Я постараюсь сделать так, чтобы, как мне кажется, простой человек с улицы, ну, как мне кажется, все с улицы, да, никто через подвал не зашел. Поэтому, поскольку с улицы заходят разные люди, то там среди них встречаются и интеллигентные, в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что в основной своей массе люди, которые ходят в оперу, они, так, в общем-то, интеллигентными и являются. Поэтому я думаю, что книги, они все-таки 2 хотя бы прошли, да, там, уму и нана. Вот, понимаете? Поэтому дальше они уже сами все поймут, понимаете? Да, этих 2 достаточно. Вот. А если уж совсем рассчитывать на то, что слесарь пришел, понимаете, ну, ему соседи объяснят, понимаете, в каком случае. Поэтому вот такой вот специальной задачи, наверное, я не ставлю. Мне кажется, надо делать, ну, слушайте, ну, ходит же у нас кино. Там что, менее запутанный сюжет, что ли? Вон на этого Толкина несчастного, да, на этот «Властелин колец». Вы можете пересказать сюжет? Ничего, ходят нормально. «Игру престолов» уже, а «Санта-Барбара» вы сюжет сможете пересказать? Вот. Только тоже, а Авраам родил Исаака, а Исаак родил Рака, да? Уже забыли, кто кому тетя, понимаете, да. И поэтому, знаете, не делаю, честно скажу. Еще
Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. А то время идет, давай. 2:37 давай. Есть вот еще? Можно понять? Я преподаю перевод, являюсь переводчиком. У нас в Казанском федеральном университете у переводчиков есть курс, который называется «Перевод текста в области культуры и искусства». Ну, с текстами все более или менее понятно. Меня сейчас интересует устная коммуникация. Когда вам приходится работать с артистами, с которыми у вас нет языка посредника, как это происходит? С привлечением переводчика? Ой, вы знаете, это очень плохо происходит на самом деле, потому что режиссер, собственно, в этот момент себя чувствует без рук и без языка. Дело в том, что режиссер, вообще моя работа, глаголом сжечь сердца людей. Вот, поэтому, не будучи носителем языка, практически невозможно работать с солистами, артистами. Да. Опера, говорят, более условный жанр. Мы, конечно, что-то такое изображаем. Когда мы приезжаем и на английском языке в любой стране мира, так или иначе. Ну, если кто-то нет, если кто знает язык там еще какой-нибудь, понимаете, да. Но в основном, конечно, это происходит на такой тросянке из английского и итальянского, понимаете, да, вот. Но это твоя моя не понимает, конечно. Все ерунда, и вот они играют, соответственно, таким же образом. Поэтому и опера так выглядит. Понимаете, когда это приезжают не носители языка, которые не испытывают вот, от твоих слов ничего, нету, да, у них нет как бы, ну вы понимаете, как переводчик, о чем идет речь, понимаете, так что вот, с переводами вообще тяжело, вот все про строчку эту несчастную, знаете, как Миреме сказал, говорит, перевод как женщина, если он красив, то он не верен, если он верен, то он некрасив, понимаете, да? Поэтому здесь в данном случае вот, я вам могу только посочувствовать. Вопрос такой. Работа режиссера, она же требует от вас вот постоянной вовлеченности, постоянно же мысли какие-то, я просто знаю, самой доводилось. Но как вы отдыхаете? Вот надо же отключиться, надо вот хотя бы как-то... Как ты расслабляешься, я не напрягаюсь, да? Нет, бывает, может быть, хобби какое-то у вас? Честно, я вам скажу, вот знаете, да какое уже хобби? Хобби, домой спать. Я вам так скажу, вы знаете, на самом деле все, если честно, то я не собираюсь, конечно, никому жаловаться, плакать в петличку, но сказать по правде, я очень тревожусь за свое здоровье, потому что отдохнуть не получается, я не знаю, как форматировать мозг, это не компьютер, к сожалению, я знаю, как можно убрать лишние файлы в компьютере и как убрать их в мозгу, я не знаю. Идет передоз информации, я чувствую, что оперативная память становится слабее. Я перестаю уже с такой, я начинаю забывать что-то, я начинаю. То есть это идет, да, действительно, поскольку это огромная мозговая нагрузка, меня, знаете, артисты очень не понимают, почему я требую тишины и сосредоточенности. Они не могут понять, что ну, это в принципе плохо, не быть сосредоточенным на сцене. Но надо понимать, что когда человек сидит при тебе, понимаете, дирижер, он в принципе идет по партитуре и воспроизводит то, что мне написано. Понимаете, да? И все так. Режиссер – это человек, который на твоих глазах пишет музыку, импровизатор, понимаете, да? Когда человек пишет стихи или импровизирует джаз, да, или что-то в этом роде. Да, все это понятно, подготовка, изучение материала, все, да, я могу знать блестяще и импровизировать на тему, понимаете, да? Вот. И это очень трудный, трудоемкий процесс, который требует огромного количества информации в голове. И, конечно, я вот начинаю серьезно задумываться над тем, понимаете, порочная практика, ты выходишь отдыхать, тебя потом не зовут на работу. Ты выходишь из конвейера. И я понимаю, что карьеры на 90%, я в этом убедился, зависят от здоровья. Не от таланта, от здоровья. У кого здоровья больше, кто выиграет. Тот дольше сохранится и раньше придет, раньше встанет, быстрее, тот окажется первым у кормушки. Вот и все. Поэтому насчет отдыхаю, ну, может быть, там какой-нибудь, я не знаю даже, ну, спа, вот, чтобы отключиться вообще. Там какой-нибудь роман, там, я не знаю, да? А вам знаю, У нас под Волгором такой отель Колгари отстроили специально для вас. Столько спа всего.
Мне уже да. Можно? Мне бы немножко поспать, знаете. и всё, вот так вот. Устроим. Еще какой-то Просто что-то. малюсенький вопрос. Понятно, что мало, но тем не менее, женщин Так много в что- вашей профессии, часто встречаются. О, Женщины. постоянно, вот вы, например. Именно Сейчас театральный вами музыкальный режиссер и появляется. А, вы женщина-режиссеров, да. Вы в этом смысле. Женщина-режиссер, еврей-колхозник. Да, что нормально. Встречаются часто. Или вообще. Встречаются часто. Режиссеры женщины часто, режиссеры редко. Ну, как вам сказать? Такая тема неудобно отвечать. Понимаете, в чем дело? Я искренне считаю, меня так учили, что режиссер – это профессия употребителя. Поэтому не женское дело. Вот. Это во-первых. Правда, сейчас все поменялось. Вот. И это очень мужская профессия, понимаете, почему-то сейчас представителями нашей профессии очень чаще встречаются представители даже не женщины. Гораздо хуже. Что-то среднее? Да, нечто среднее между это. Вот. Поэтому просто какое-то засилие, вот, понимаете. Видимо, вопрос тем, что могут ли быть мужская или женская профессия, видимо, был решен вопрос так. Вот. Я так понимаю, что чтобы никому обидно не было. Вот. Но, честно говоря, женщин-режиссеров я видел в своей жизни. Нет, видел много женщин-режиссеров, но режиссеров среди них видел крайне мало. Вот. Настолько мало, что я не помню. Нет, они этим занимаются. Вот. А надо ли им этим заниматься, я не знаю. Вот я в растерянности. То есть я знаю, но в растерянности. Ну что ж, тогда на этом мы закончим нашу встречу. Вы каких-нибудь фотосессий, например, или кто-то хочет? Кто хочет фотосессионный ответ? Давайте. Сначала моношар. Не боишься? А я вас сфотографирую. Чего бояться? А вот сфотографируйте меня. Давай. Я столько вопросов, я их забыла.